Хутчэй, хутчэй, толькі паспець. Яшчэ трошкі. Добрая раніца ўсім. А што гэта з нашай Касей, вы не ведаеце? Салют, Лесик, ты чаго на дарозе стаіш? А ты чаго бегаеш туды-сюды, усіх з ног збіваеш? Сябры, і вы лічыце, што я бегаю? А што ты робіш? Я лятаю. Што? Лятаеш? Дакладней, пакуль што вучусь лятаць. Я сняжынка-матылёк. Сняжынка ці матылёк? І тое, і другое. Быць такога не можа. Скажыце ёй. Яшчэ як можа. Сняжынкі і матылькі могуць лятаць і зімой, і летам. Калі лятаць навучацца, праўда? Правда. Можете паўтараць за мной самыя прыгожыя рухі. 1, 2, 3, паляцелі! Лесик, а ты чаму не паўтараеш з намі? Зараз буду. Так, 1, 2, 3, падскок! Ой! Вось гэта, сняжыначкі, сапраўдны землятрус атрымліваецца. А цяпер давайце яшчэ і падпяваць будзем. Лесик, адгадай загадку. І вы, детки, таксама адгадвайце. Давай, Касечка, загадвай. Слухай, крутится, танцуе, щечки нам морозить, а як сядзе на долоньку, раз і розтане. Ага. Ну-ну-ну. Сняжынка! Гэта вельмі лёгкая загадка. Усё роўна табе падказалі. Я сама чула. Лічыш, што я без падказак нічога сам не магу адгадаць? Можаш, але не заўсёды твои адказы будуць правільнымі. Кася, а ты лепш паспрабуй сапраўдны танец сняжынак ці матылькоў вывучыць. Вось і вывучу. Толькі ты, калі ласка, адыдзі як мага далей і не перашкаджай самай лепшай танцорцы. Ты трэніруйся, трэніруйся. А мы з гледачамі будзем уважліва цікавы мультфільм глядзець. Кася? Кася, ау! Мультфільм скончыўся. А ты ж папрасіў глядзець яго уважліва. Я гледачам раю, таму што цікавыя пытанні па мультфільму для іх падрыхтаваў. А для мяне? Я вельмі люблю адказваць на усялякія цікавыя пытанні. А як жа твае танцы матылькоў сняжынак? Усё потым, а зараз я хачу пачуць пытанні. Ну, добра. Першае пытанне. Слухайце уважліва. Назовите імёны дзяўчынак з мультфільма «Мороз Иванович». Маша і Дуняша. Сябры! Кася правильно отказала. Спадзяюся, вы таксама ведалі адказ. Тепло в избе. Вставай, Малаша, проспишь зарю. Ну сейчас, Дуняша. Пытанне легкотня. Давай наступнае. Яно будзе больш складанае. Вы готовыя? А як жа, мы з гледачамі заўсёды гатовыя. Тады якую смачную страву гатавала ў печцы Дуняша? Я адкажу, гэта я добра запомніла. Піражочкі, аладачкі. Зараз я б таксама іх пасмакавала. Дзяўчынкі і хлопчыкі, Кася правильно адказала? Чуеш, адказваюць, што правільна. Что же мне лежать в постели? Тут поди уже лепешки зачерствели. Слухаю наступнае пытанне. Кася, а давай яно будзе толькі для гледачоў. Чаму? Бо ты слова нікому не даеш сказаць. Усё адказваеш і адказваеш. Таму што я гэты мульцік добра ведаю. Але ж гледачы таксама ведаюць. Ну добра, я маўчаць буду. Дзяўчынкі і хлопчыкі,
Будьте уважлівыя. Пытанне для вас. Адказ на яго вы можете дасылаць на наш паштовы адрес. Город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добра ранак». Ці можете адправіць яго на электронны адрес, які бачыце на экране. А пытанне у мяне такое. Чым набіваў Мароз Іванович аблокі? Здаецца, я ведаю адказ. Кася, цішыня! Мы ж дамовіліся. Адказ чакаем ад нашых гледачоў. Маўчок, зубкі на крючок. А я пакуль прапаную вельмі карысную рубрыку. Здравствуйте, мои зайчики, здравствуйте, мои козлики и здравствуйте, мои слоники. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такие фокусники? Это те, кто показывает фокусы. Отлично! Скажите, а вы умеете какие-нибудь фокусы показывать? Да. Да, какие? Такое с отрыванием пальца? Давайте это вместе с вами покажем нашим телезрителям, которые не умеют показывать фокус пальцем. Очень простой фокус. Все готовы? Так, смотрим на меня. Раз. Все вместе. Так. Все готовы? Отрываем. Раз. Так, у кого лучше получилось, сейчас посмотрим. Показали все. И обратно поставили. Отлично. Для того, чтобы смотреть фокусы, самое главное быть внимательными. А вы внимательные? Да? Хорошо, давайте вместе с вами проверим. А вместе с нами могут поучаствовать наши телезрители. Ручки вытягиваем вперед. Большие пальчики опускаем вниз. Пошевелили все пальчиками. Вы внимательно смотрите. Правую руку заводим за левую. Крепко-накрепко сцепили в замочек. И давайте теперь вместе со мной на счет 3. Раз, два, три. О, у всех почти получилось. Сами себе поаплодировали. Я думаю, у телезрителей точно получилось. Когда я был маленький, я также хотел показать какой-нибудь фокус. Ну и, конечно же, у меня не было сложной аппаратуры. Использовал я самые простые вещи. Сегодня я захватил один из самых первых своих фокусов. Берем красный платочек, цилиндрик. Здесь пусто-пусто, ничего нет. Пусто-пусто. Покажем телезрителям. Берем платочек красного цвета. Заталкиваем в наш цилиндр. Все смотрят внимательно. И достаем что? Красный платочек. Понятно, да? Все очень просто. Еще раз. Берем красный платочек, заталкиваем в цилиндр. Достаем. Всем видно? Да? И достаем что? Красный платочек. Правильно? Это зеленый. Это зеленый платочек? Ничего не понял. Давайте попробуем еще раз с самого начала. Один платочек мы кладем в цилиндр. Показываем всем. Никаких секретов. А второй красный находится внутри. Да? Заталкиваем. И говорим, что мы сейчас достаем какой платочек? Красный. Красный? Голубой, конечно. Но это была маленькая разминка. А сейчас мы покажем вместе с вами что-нибудь волшебное. Но для волшебных фокусов нам нужны какие-то волшебные слова. А вы знаете какие-нибудь волшебные слова? Абракадабра. Отлично. А есть еще особенные. И для следующего фокуса нам они понадобятся. Давайте вместе. Сюсики-пусики. Сюсики-пусики. Сюсики-масюсики. Сюсики-масюсики. Отлично. Итак, у нас есть самый обыкновенный платочек. В нем нет никаких секретов. Пожалуйста, посмотри внимательно. Нет ли в нем каких-либо карманов. Все честно? Все хорошо с ним? Да? Хорошо. И еще у меня в кармане есть маленький красный платочек. Правильно? Зеленый. Ну вот, сразу видно, кто внимательно смотрит, а кто нет. Конечно же, зеленый платочек. Теперь мы берем наш фиолетовый платок, накрываем мою пустую левую ладонь. И все смотрят внимательно. Делаем норку для нашей белочки. Мы берем наш зеленый платочек, запускаем его вот сюда. Будем считать, что это наш белочка или зайчик, да? Заталкиваем наш платочек поглубже и говорим волшебные слова. Сюсики, пусики, сюсики, масюсики. Раз, два, три. Многие догадались. Вот здесь, в правой руке, правильно? Смотрите внимательно. Разворачиваем платочек. Ничего нет ни с одной стороны, ни со второй. Между пальчиков ничего не прячется. Итак, я сейчас и покажу вам, и расскажу, как делается этот фокус. Но для начала
мне понадобится помощник или помощница. Вот давайте пригласим нашу очаровательную помощницу, которая сейчас будет вместе со мной показывать этот фокус. Смотрите, ребята, еще раз внимательно. Мы накрываем пустую левую ладонь. Правильно? Делай углубление. Проверяй, там ничего нет. Точно? Посмотри внимательно. Никого нет? Ничего не спряталось? Теперь говорим волшебные слова. Пусики, сюсики, мась. Раз, два, три. И достаем что? Помогай мне. Итак, мы делаем вид, что заталкиваем, а сами складываем в маленький комочек, который легко помещается между пальцев. А теперь я вам покажу самое главное, очень медленно. Смотрите внимательно. Делаем. Раз, два, три. Заметили? В кармане? Здесь? Держи, пожалуйста, платочек. Здесь? А если мы посмотрим вот здесь у тебя, смотри внимательно. Может, здесь у нас есть что-то? Смотри, 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 смотри. В каком кармане? У тебя в кармане? Понятно, как делается фокус? Отлично. Я хочу вас поблагодарить, что сегодня вы вместе со мной не только показывали фокусы, но и удивлялись. Я думаю, многие из вас подумали, а почему бы и мне не стать, когда я вырасту, настоящим волшебником или волшебницей. Уверяю вас, это абсолютно возможно. Самое главное для этого, как вы уже поняли, это внимание и трудолюбие. Я надеюсь, что вы будете внимательно слушать ваших учителей на уроках, внимательно готовиться и, конечно же, трудиться. И у всех обязательно получится настоящее чудо. Ну и не важно, чем вы будете заниматься. Будете ли вы фокусником, или будете вы доктором, или, может быть, вы захотите стать, как молодой человек, космонавтом. Я думаю, у всех обязательно получится. Ну а вам всем я хочу пожелать, чтобы в вашей жизни и в жизни наших телезрителей всегда случались только самые добрые и самые красивые чудеса. Кася, у мяне да цябе прапанова. Зноў на пытанне адказваць, я згодная. Прапаную наладзіць вясёлы зімовы урок. Давай, хто больш узгадае зімовых прыказак і прымавак. Згодная. Сябры, вы далучайцеся. Я пачну. Зімой сонейка свеціць, а не грэе. Цяпер я. Больш снегу, больш хлеба. А цяпер ваша прымаўка. Дарослыя, таксама далучайцеся. Цудоўна! А мне вядомыя радкі Якуба Коласа ўзгадаліся. Здароў, марозны звонкі вечар. Здароў, скрыпучы мяккі снег. Давай я працягну. Давай. Метель не вее, стихнул ветер, и волен легких санок бег. А цяпер у мяне заданне. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі будзе вольная гадзіна, знайдзіце гэты вядомы верш і вывучыце яго на памяць. Можете і малюнкі да яго зрабіць. І нам з Лесікам месца на сваіх малюнках знайдзіце, дамовіліся? А калі намалюеце, нам дашліце. Адрес вы ўжо ведаеце. Будзем чакаць. Добрая разминка у нас перад школьнымі урокамі атрымалася. Лічыце, што ўсе мы атрымалі дзесятачкі. Добрых адзнак, Лесічак, паспеем назбіраць у школах. А вось мы можам узнагародзіць гледачоў цікавым мультфільмам. Кася! Кася, ау! Мультфільм скончыўся. А ты ж папрасіў глядзець яго уважліва. Я гледачам раю, таму што цікавыя пытанні па мультфільму для іх падрыхтаваў. А для мяне? Я вельмі люблю адказваць на ўсялякія цікавыя пытанні. А як жа твае танцы матылькоў сняжынак? Усё потым, а зараз я хачу пачуць пытанні. Ну, добра. Першае пытанне. Слухайце уважліва. Назовите имёны дзяўчынак з мультфільма «Мороз Иванович». Маша і Дуняша. Сябры! Кася правильно отказала. Спадзяюся, вы таксама ведалі адказ. Тепло в избе. Вставай, Малаша, проспишь зарю. Ну сейчас, Дуняша. Пытанне легкотня. Давай наступнае. Яно будзе больш складанае.
Ви готові? А як же? Ми з глядачами завсёды готові. Тады якую смачную страву гатавала у печцы Дуняша? Я адкажу. Гэта я добра запомніла. Піражочки, аладачки. Зараз я б таксама іх пасмакавала. Дзяўчынкі і хлопчыкі, Кася правильно отказала? Чуешь? Отказывает, что правильно. Что же мне лежать в постели? Тут поди уже лепешки зачерствели. Слухаю наступное питання. Кася, а давай яно будзе толькі для гледачоў. Чому? Бо ты слова нікому не даеш сказаць. Усё адказваеш, адказваеш. Тому що я гэты мультик добра ведаю. Але ж гледачы таксама ведаюць. Ну, добра, я маўчаць буду. Дзяўчынкі і хлопчыкі, будьте уважлівыя. Пытанне для вас. Адказ на яго вы можете дасылаць на наш паштовы адрас. Город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добра ранак». Ці можете адправіць яго на электронны адрес, які бачыце на экране. А пытанне у мяне такое. Чым набіваў Мароз Іванович аблокі? Здаецца, я ведаю адказ. Кася, цішыня! Мы ж дамовіліся. Адказ чакаем ад нашых гледачоў. Маўчок, зубкі на крючок. А я пакуль прапаную вельмі карысную рубрыку. Здравствуйте, мои зайчики, здравствуйте, мои козлики и здравствуйте, мои слоники. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такие фокусники? Это те, кто показывает фокусы. Отлично! Скажите, а вы умеете какие-нибудь фокусы показывать? Да. Да, какие? Такое с отрыванием пальца. Давайте это вместе с вами покажем нашим телезрителям, которые не умеют показывать фокус пальцем. Очень простой фокус. Все готовы? Так, смотрим на меня. Раз. Все вместе. Так. Все готовы? Отрываем. Раз. Так, у кого лучше получилось? Сейчас посмотрим. Показали все. И обратно поставили. Отлично. Для того, чтобы смотреть фокусы, самое главное быть внимательными. А вы внимательные? Да. Да? Хорошо, давайте вместе с вами проверим. А вместе с нами могут поучаствовать наши телезрители. Ручки вытягиваем вперед. Большие пальчики опускаем вниз. Пошевелили все пальчиками. Вы внимательно смотрите. Правую руку заводим за левую. Крепко-накрепко сцепили в замочек. И давайте теперь вместе со мной на счет 3. Раз, два, 3. О, у всех почти получилось. Сами себе поаплодировали. Я думаю, у телезрителей точно получилось. Когда я был маленький, я также хотел показать какой-нибудь фокус. Ну и, конечно же, у меня не было сложной аппаратуры. Использовал я самые простые вещи. Сегодня я захватил один из самых первых своих фокусов. Берем красный платочек, цилиндрик. Здесь пусто-пусто. Ничего нет. Пусто-пусто. Покажем телезрителям. Берем платочек красного цвета. Заталкиваем наш цилиндр. Все смотрят внимательно. И достаем что? Красный платочек. Понятно, да? Все очень просто. Еще раз. Берем красный платочек, заталкиваем цилиндр, достаем, тем видно, да? И достаем что? Красный платочек. Правильно? Это зеленый. Это зеленый платочек? Ничего не понял. Давайте попробуем еще раз, с самого начала. Один платочек мы кладем в цилиндр, показываем всем. Никаких секретов. А второй красный находится внутри. Да? Заталкиваем и говорим, что мы сейчас достаем какой платочек? Красный. Красный? Голубой, конечно. Но это была маленькая разминка. А сейчас мы покажем вместе с вами что-нибудь волшебное. Но для волшебных фокусов нам нужны какие-то волшебные слова. А вы знаете какие-нибудь волшебные слова? Абракадабра. Отлично. А есть еще особенные. И для следующего фокуса нам они понадобятся. Давайте вместе. Сюсики-пусики. Сюсики-пусики. Сюсики-масюсики. Сюсики-масюсики. Отлично. Итак, у нас есть самый обыкновенный платочек. В нем нет никаких секретов. Пожалуйста, посмотри внимательно. Нет ли в нем каких-либо карманов. Все честно? Все хорошо с ним? Да? Хорошо. И еще у меня в кармане есть маленький красный платочек. Правильно?
Зеленый. Ну вот, сразу видно, кто внимательно смотрит, а кто нет. Конечно же, зеленый платочек. Теперь мы берем наш фиолетовый платок, накрываем мою пустую левую ладонь. И все смотрят внимательно. Делаем норку для нашей белочки. Мы берем наш зеленый платочек, запускаем его вот сюда. Будем считать, что это наш белочка или зайчик, да? Заталкиваем наш платочек поглубже и говорим волшебные слова. Сюсики, пусики, сюсики, масюсики. Раз, два, три. А вот там. Многие догадались. Вот здесь, в правой руке, правильно? Смотрите внимательно. Разворачиваем платочек. Ничего нет ни с одной стороны, ни со второй. Между пальчиков ничего не прячется. Итак, я сейчас и покажу вам, и расскажу, как делается этот фокус. Но для начала мне понадобится помощник или помощница. Вот давайте пригласим нашу очаровательную помощницу, которая сейчас будет вместе со мной показывать этот фокус. Смотрите, ребята, еще раз внимательно. Мы накрываем пустую левую ладонь. Правильно? Делай углубление. Проверяй, там ничего нет. Точно? Посмотри внимательно. Никого нет? Ничего не спряталось? Теперь говорим волшебные слова. Сюсики. Пусики, сюсики, мась. Раз, два, три. И достаем. Что? Помогай мне. Зеленый платок. Итак, мы делаем вид, что заталкиваем, а сами складываем в маленький комочек, который легко помещается между пальцами. А теперь я вам покажу самое главное, очень медленно. Смотрите внимательно. Делаем. Раз, два, три. Заметили? В кармане? Здесь? Держи, пожалуйста, платочек. Здесь? А если мы посмотрим вот здесь у тебя, смотри внимательно. Может, здесь у нас есть что-то? Смотри, 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 смотри. В каком кармане? У тебя в кармане? Понятно, как делается фокус? Отлично. Я хочу вас поблагодарить, что сегодня вы вместе со мной не только показывали фокусы, но и удивлялись. Я думаю, многие из вас подумали, а почему бы и мне не стать, когда я вырасту, настоящим волшебником или волшебницей. Уверяю вас, это абсолютно возможно. Самое главное для этого, как вы уже поняли, это внимание и трудолюбие. Я надеюсь, что вы будете внимательно слушать ваших учителей на уроках, внимательно готовиться и, конечно же, трудиться. И у всех обязательно получится настоящее чудо. Ну и не важно, чем вы будете заниматься. Будете ли вы фокусником, или будете вы доктором, или, может быть, вы захотите стать, как молодой человек, космонавтом. Я думаю, у всех обязательно получится. Ну а вам всем я хочу пожелать, чтобы в вашей жизни и в жизни наших телезрителей всегда случались только самые добрые и самые красивые чудеса. Кася, у мяне да цябе прапанова. Зноў на пытанне адказваць, я згодная. Прапаную наладзіць вясёлы зімовы урок. Давай, хто больш узгадае зімовых прыказак і прымавак. Згодная. Сябры, вы далучайцеся. Я пачну. Зімой соненька свеціць, а не грэе. Цяпер я. Больш снегу, больш хлеба. А цяпер ваша прымаўка. Дарослыя, таксама далучайцеся. Цудоўна! А мне вядомыя радкі Якуба Коласа ўзгадаліся. Здароў, марозны звонкі вечар. Здароў, скрыпучы мяккі снег. Давай я працягну. Давай. Метель не вее, стихнул ветер, и волен легких санок бег. А цяпер у мяне заданне. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі будзе вольная гадзіна, знайдзіце гэты вядомы верш і вывучыце яго на памяць. Можете і малюнкі да яго зрабіць. І нам з Лесікам месца на сваіх малюнках знайдзіце, дамовіліся? А калі намалюеце, нам дашліце. Адрес вы ўжо ведаеце. Будзем чакаць. Добрая разминка у нас перад школьнымі урокамі атрымалася. Лічыце, што ўсе мы атрымалі дзесятачкі. Добрых адзнак, Лесічак, паспеем назбіраць у школах. А вось мы можам узнагародзіць гледачоў цікавым мультфільмам. Раз, два, тры. Усё ж таки я навучуся кружыцца, як сапраўдная сняжынка. Раз, два, тры. Тады,
лятаць, як матылёк, таксама навучышся. Калі я лятаць навучуся, дык у момант на заняткі ў школу пералячу. І я звычайнай хадой пайду. Паглядзім, хто з нас першым на занятках з'явіцца. Цудоўна! І вы, сябры, хутенька збірайцеся ў школы і дзіцячыя садкі. Толькі, калі ласка, апранайцеся цяплей. Не забывайце шапкі, шалікі і рукавічкі. І да хуткай сустрэчы зранку у нашым дабраранку! Яшчэ не прапускайце ўвечары нашу калыханку. Там таксама шмат цікавага ўбачыце.